20 февраля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,60 сомони к $1, курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 11,29 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,5196 до 10,65 сомони, 1 евро от 11,2539 до 11,55 сомони, 1 российский рубль от 0,1420 до 0,1460 сомони. Национальный банк Таджикистана объявил новый курс американского доллара к сомони. За последнюю неделю курс национальной валюты сомони упал по отношению к доллару США на 2%. Неделю назад на табло Национального банка страны стоимость американского доллара на валютном рынке страны была установлена на уровне $1 10,39 сомони. Сегодня же, 20 февраля, этот показатель составляет $1 10,60 сомони, что на 0,21 сомони больше. Регулятор не комментирует, с чем связано укрепление доллара по отношению к национальной валюте сомони. А раньше одной из причин падения курса сомони к американскому доллару НБТ связывал с отрицательным балансом внешнеторгового оборота страны. Импорт товаров по-прежнему более чем в 2,2 раза превышает экспорт таджикской продукции. Курс российского рубля остается неизменным, и стоимость 1000 российских рублей на валютном рынке страны установлена на уровне 142 сомони. Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют рост после снижения за прошлую неделю почти на 4%. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,47% до $83,39 за баррель, марки ВТИ на 0,42% до $76,87 за баррель. Стоимость золота в понедельник утром слабо растет и составляет $1853,25 за тройскую унцию. Инвесторы ожидают сигнала о дальнейшей политике Федеральной резервной системы США в отношении учетной ставки, которые могут содержаться в протоколе февральского заседания. Таджикистан увеличил экспорт электроэнергии в январе текущего года на более $1,3 миллиона по сравнению с декабрем минувшего года. Республика в первом месяце этого года поставила в соседние страны электричество на сумму более $4,3 миллионов, что почти на 50% больше, чем в январе 2022 года. Об этом сообщает агентство по статистике республики. Руководство Барки Тоджик уверяет, что в соответствии с заключенными договорами таджикская электроэнергия в осенне-зимний период поставляется в незначительных объемах только в Афганистан для сохранности линий электропередачи или другого оборудования. Однако 19 января этого года пресс-служба региональных электрических сетей Сохардарьинской области Узбекистана сообщила, что в условиях аномально холодной погоды для бесперебойного электроснабжения населения и объектов социальной сферы началась дополнительная подача электроэнергии из соседнего Таджикистана. Однако позже, 14 февраля, глава Барки Тоджик Махмад Умар Асазуда на пресс-конференции подтвердил, что действительно таджикское электричество в небольших объемах в январе поставлялось в Узбекистан, а также в Кыргызстан. Объяснил он эти поставки подготовкой энергосистемы Таджикистана к присоединению к объединенной электроэнергетической системе Центральной Азии. Россиянам стали доступны переводы через систему быстрых платежей в страны ближнего зарубежья. Клиенты Тинькофф уже могут отправлять деньги в банки ЕАЭС, выяснили «Известия». Другие российские кредитные организации также налаживают трансграничные переводы через СБП. По мнению экспертов, прежде всего, услуга будет актуальна для трудовых мигрантов и уехавших россиян. Денежные переводы за границу клиенты Тинькофф уже могут сделать в банках ЕАЭС, их список постоянно пополняется. При этом операции проходят в рублях с конвертацией на стороне партнера. Пересчет в другую валюту выполняется по рыночному курсу, который, как правило, не намного превышает официальный курс Центробанка в стране получателя, пояснили в службе поддержки. В рамках лимита клиенты могут отправить бесплатные платежи за рубеж, а в случае превышения этой суммы комиссия составит 1%. Перевод должен прийти на счет получателя в течение нескольких минут. Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан», намерено превратить некоторые бывшие иностранные военные базы в особые экономические зоны. Об этом 20 февраля сообщает BBC. О планах трансформации ряда бывших военных баз, где в течение 20 лет размещались иностранные контингенты, заявил заместитель премьер-министра по экономическим вопросам Мулла Абдулгани Барадар.
Было решено, что Министерство промышленности и торговли Афганистана должно постепенно взять под контроль некоторые военные базы иностранных сил с намерением переобразовать их в особые экономические зоны, сказал Барадар. Он добавил, что проект начнется с баз столицы Кабуле и северной провинции Баал, но не сообщил подробностей. По оценкам специалистов, Афганистан располагает природными ресурсами, включая природный газ, медь и редкоземельные элементы на сумму более $1 триллиона. Однако большая часть этих резервов остается неиспользованной из-за десятилетий нестабильности в стране. Ранее талибы заявили, что планируют подписать контракт с китайской фирмой на бурение нефтяных скважин на севере Афганистана. 25-летнее соглашение подчеркивает экономическое участие Китая в регионе. Пекин официально не признал правительство Талибана, как и все остальные страны, но у него есть значимые интересы в Афганистане, который находится в центре региона, важного для китайской инициативы «Один пояс, один путь». Инициатива, запущенная Си Цзиньпинем в 2013 году, предоставляет развивающимся странам финансирование для строительства инфраструктуры, такой как порты, дороги и мосты.